От имени студентов Института экономики и менеджмента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. От лица студенческого совета Калининградского государственного технического университета. От имени правкома Балтийской государственной академии. Я говорю от лица студентов Калининградского государственного технического университета. Здравствуйте, уважаемые украинские студенты! Нам, как представителям российского студенчества, не безразлична судьба братской Украины. Мы увидели ваше обращение, мы услышали вас. В вашей стране идет гражданская война, погибают простые жители Украины, дети, старики, женщины. Вы призываете нас поднять информационный занавес. Давайте сделаем это вместе, чтобы никто не сомневался. Наши предки никогда не теряли историческую связь. Мы были, есть и будем братскими народами, и ничто не сможет разорвать наши кровные узы. Вы называете бандеровцев, правый сектор, нацистов сказкой. Но неужели жертвы Майдана, Одесский дом профсоюзов, разбомбленные города Донбасса тоже являются сказкой? И все это вы называете информационным шумом? Братья, задумайтесь. Мы, студенты, являемся лучшими представителями своего народа. Именно поэтому мы не засоряем себя фейками и дезинформацией, а оперируя фактами, не сомневаемся. Год назад в вашей стране случился антиконституционный переворот. Вы называете избранного украинским народом президента Януковича диктатором, узурпирующим власть. Вы говорите о тотальном беспределе, в то время как в Верховной Раде заседают воры и преступники, а страну возглавляет олигарх, в свое время входивший в команду свергнутого вами Януковича. Вы называете революцией достоинство события, которые привели к тысячам жертв. Вы говорите, что стали более сплоченными, в то время как идет гражданская война. Давайте посмотрим на происходящее на Донбассе. Жителей Крыма ждал такой же кровавый хаос, творимый новыми людьми, захватившими власть. Крымчане не захотели такой участи и провели демократические выборы под защитой вежливых людей. Вы призываете нас сомневаться, но сомневаться в чем? Силовой захват власти привел к гражданской войне, тысячам и тысячам жертв, искалеченных судеб. Но вы призываете нас сомневаться. Крымчане живут под мирным небом. В нашей стране не убивают, от бомб не умирают родные и близкие. Поверьте, мы прекрасно понимаем, почему США и Европа вводят санкции против России. Это происходит потому, что Россия – это единственная страна, которая действительно борется за демократию. В то время как США и Европа, разделяя мир на своих и чужих, устраивают оранжевые революции, бомбят суверенные государства, такие как Югославия, Ирак и Ливия. И после этого вы говорите, что западные страны выше всего ставят человеческую жизнь и вините во всех своих бедах нашего президента. Вам придется объяснять своим детям, почему вы стреляли в нас. Мы не поднимали оружие против наших братьев. За нашу историю нам стыдно не будет. Уже сегодня мы развиваем нашу страну и делаем это благодаря тому, что в нашей стране царит мир, несмотря на внешние и внутренние потрясения. Так восхваляемая вами Америка и Европа помогают Украине оружием и боеприпасами, в то время как из России идут нескончаемые потоки гуманитарной помощи. Думайте, сомневайтесь, проверяйте.